Здравствуйте! В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. В Усть-Адланском районе полным ходом идет подготовка к 8-м играм народов Якутии. Как сказал во время эфира программы «Прямой разговор» на телеканале «Россия-24» глава республики Айсен Николаев, район сможет принять игры в установленные сроки. О развитии спорта высших достижений в регионе нам расскажет гость студии сегодня Леонид Спиридонов, министр по физической культуре и спорту республики. Леонид Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. В начале июля в селе Барагонцы Усть-Алданского улуса пройдут 8-е спортивные игры народов Якутии, посвященные столетию образования ЯССР. Расскажите, пожалуйста, как сейчас идет подготовка к данному мероприятию? В этом году в рамках столетия ЯССР мы проводим 8-е спортивные игры народов Якутии. Она будет проходить в Усть-Алданском районе, село Барагонцы. Как вы знаете, сейчас в рамках этих спортивных игр строятся 3 объекта. Это спортивный комплекс, оздоровительный комплекс село Барагонцы, центр единоборств село Мендаба с общежитием на 32 мест. Также строится стадион на 1000 мест, тоже село Барагонцы. Мы должны провести в марте 11 спортивных соревнований отборочных, где будем разыгрывать 245 путевок к этим играм. Эти игры у нас, финальные игры, соревнования пройдут 4 по 10 июля в село Барагонцы. Айсен Сергеевич, недавно мы ездили в село Барагонцы и провел совещание по организационным мероприятиям, и там решили не менять дату этих игр. Также хочу сказать, что спортивные игры пройдут по 16 видам спорта, такие как аэробика, баскетбол, волейбол, мини-футбол, легкая атлетика, настольный теннис, спортивная борьба, шашки, шахматы, стрельба из лука, пулевая стрельба, гиревой спорт, спортинг, бокс, легкая атлетика и многоборье по ГТО у нас будет проходить. В спортивных играх планируется участие более 6000 человек. Также будут гости этих игр, зрители, получается, и 2500 спортсменов. Центр спортивной подготовки «Триумф» является единственным объектом, где базируется наша сборная по ряду видов спорта. Имеются ли другие спортивные объекты, где могут полноценно тренироваться члены сборной Якутии? Да, основной базой у нас является Центр спортивной подготовки «Триумф», где проходят тренировочные мероприятия. Наша сборная команда по 13 базовым видам спорта. Также у нас есть спортивный комплекс «Мадун», где тоже наша сборная по национальным видам базируется и там же тренируется. Также у нас есть спорткомплекс «Дахсун». Наверное, все знают, в Дахсуне у нас тоже тренируется сборная по футболу, по стрельбе пулевой, по стрельбе из лука и так далее. И основная еще у нас база есть в городе Алдане, где базируется наше учреждение. Там у нас есть спортивная база по лыжному гонке, и там тренируются и по лыжному гонке, и по биатлону. Как вы знаете, у нас каждую осень приезжает сборная Российской Федерации по лыжному гонкам и по биатлону. Недавно закончились Олимпийские игры по зимним видам спорта, где также участвовали сборная России, которые у нас каждый год приезжают и тренируются. И я думаю, что они выступили очень достойно и привезли нашей стране очень много медалей, олимпийских золото и бронзовые медали. Недавно мы 26 февраля открыли горнолыжную трассу, где можно будет кататься. И она будет работать для всех, для населения и для наших спортсменов. Поэтому мы очень рады, что открыли эту горнолыжную трассу. Также у нас есть база в городе Нерюнгри, где тоже тренируются многие виды спорта и проходят очень много тренировочных мероприятий. А как вы думаете, в эпоху пандемии коронавируса какие виды спорта вошли в топ? Уже продолжительностью 2 года наш мир уже столкнулся с таким ковидом-19, и, конечно же, отрасль физической культуры и спорта тоже стала
не исключением, да, поэтому мы вынуждены были закрыться, и наши учреждения вынуждены были закрыться, да. Также мы вынуждены были переходить на онлайн-тренировки, онлайн-контроль, да, и также мы проводили соревнования тоже в онлайн-формате, да. Вот, и поэтому очень отрасль физической культуры и спорта пострадала за счет этого, но мы провели тоже спортивную подготовку для нашей сборной команды, да, кроме которых по доп. Образованию, которые тренируются. Хочу сказать, что в этот период, да, наверное, в топ пошли компьютерный спорт, да, потом хочу сказать, что шахматы, такие виды, которые можно было провести в онлайн-формате, да, поэтому я думаю, что вот такие виды спорта вошли, наверное, в топ видов спорта, которые в этот момент не останавливались. Леонид Николаевич, кто из якутских спортсменов может принять участие на летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году? Да, вот в 2024 году пройдут Олимпийские игры в Париже, да, и наша сборная уже готовится к этим, наши спортсмены готовятся к этим играм. Каждый спортсмен мечтает попасть на Олимпийские игры, да. Мы очень большую надежду возлагаем на учеников тренера Гамбадор Шадамдина, который под дзюдо тренирует наших девочек. Как вы знаете, у нас есть Нюргяна Никифорова, которая стала чемпионкой России. Также у нас есть Татарченко Надежда, Моисеева Аина и Ефимова Карина, которые тоже выиграли первенство России среди молодежи по дзюдо. Да? Вот. Также я хочу отметить, по вольной борьбе у нас есть борцы, которые могут попасть на Олимпийские игры. Это Ариан Тютерин, 57 килограмм. Также Эдуард Григорьев тоже может попасть. И Нургун Скрябин тоже могут попасть на Олимпийские игры. Кроме этого, у нас есть надежда, да, на перспективного борца Станислава Севиднобоева, который в прошлом году выиграл первенство Российской Федерации, также участвовал на первенстве мира, и где завоевал он бронзовую медаль за сборную России. Также мы, конечно, знаем, что готовятся к этим у нас знаменитые борцы. Это Сардана Трофимова по легкой атлетике и Василий Егоров, который уже принял участие на Олимпийских играх. Поэтому мы на них тоже возлагаем большие надежды. Также по боксу есть у нас Евгений Мартынов, который в прошлом году стал бронзовым призером чемпионата России и уже защищал честь Российской Федерации на международных аренах. А у всех этих спортсменов будут проходить какие-то соревнования, чтобы попасть на Олимпиаду? Да, во-первых, чтобы попасть на Олимпийских играх, надо стать чемпионом России. Также надо это подтвердить на международной арене. Потом до года, до Олимпийских игр будут проходить лицензионные турниры, это отборочные к Олимпийским играм. Наши спортсмены должны там получить право выступить на Олимпийских играх. Если они все отборы пройдут, то они попадут на Олимпийские игры. Недавно глава Якутии Айсан Николаев озвучил, что масс-рестлинг – это единственный вид спорта в республике и один из немногих в стране, который имеет перспективу по включению в программы Олимпийских игр к 2030 году. Какая работа ведется по этому направлению? Да, послание главы Айсена Сергеевича было, чтобы масс-рестлинг довести до Олимпийских игр. Конечно, мы изучили другие страны, где внесли свои виды спорта в программу Олимпийских игр. И каждая страна имеет свои центры развития этих видов спорта. Поэтому мы в этом году должны открыть центр развития масс-рестлинга нашей республики, который будет заниматься вот этим вопросом, да, развитием масс-рестлинга в нашей стране, в Российской Федерации, также в международной арене. Основная работа этого центра будет направлена на эту работу. И мы, конечно, должны решить ряд требований Олимпийского комитета. Надо иметь 85 национальных федераций по всему миру. Также должно быть больше 60 тысяч занимающихся этим видом спорта. Да? Также должно быть не менее 8 проведенных чемпионатов мира по этому виду спорта. У нас должны быть
налажена работа с антидопинговым всемирным структурами, это ВАДА. Также обязательно наличие спортивных снарядов, оборудования, обеспечивающих одинаковые условия для участников соревнования. И самое главное, должно быть разработаны нормативы спортивного арбитражного суда по виду этого спорта. Поэтому там очень много требований, которые мы должны все это реализовать. И к 30-м годам мы должны уже, у нас есть цель поставлена, и мы должны уже масс-рестлинг ввести в программу Олимпийских игр. В 2023 году Якутия отметит столетие физкультурного движения. Какие организационные работы ведутся в этом направлении? В 2023 году у нас будет столетие физкультурного движения в нашей республике. Поэтому мы очень рады, что попали в этот период. Идет уже плановая работа. Мы сейчас уже сделали проект планов, которые мы должны провести, мероприятий, которые мы должны уже провести в следующем году, в столетие движения физической культуры и спорта. Туда входит обновление наших музеев спорта. Также там входит, например, выпуск документального фильма, издание книги. Также у нас изготовление юбилейных медалей, да, лекций, круглых столов и очень много конкурсов мы решили сделать и мероприятий, посвященные к этому столетию развития физической культуры и спорта в нашей республике. Пока данный проект, этот документ находится в проектом, да, и мы должны все это сейчас еще уточниться и вывести этот документ до осени и в следующем году провести эти мероприятия на высшем уровне. Леонид Николаевич, ну и в конце нашего разговора пожелания нашим телезрителям. Ну, пожелаю нашим телезрителям заниматься спортом, физической культурой и спортом, быть здоровыми. Здоровый образ жизни – это залог здоровья каждого человека. Как вы знаете, у нас идет десятилетие здоровья в нашей республике, поэтому мы должны все быть здоровыми и красивыми. Поэтому призываю всех поддерживать физическую культуру и спорт. Также в такое время надо быть здоровым и, конечно же, заниматься спортом. Леонид Николаевич, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Это была программа «Актуальное интервью» на телеканале Якутия-24. Оставайтесь с нами.